И опять объяснение. Поскольку исполнителю не удалось набрать группу, мы известили в Сыктывкар о том, что они могут расторгнуть контракт и отменить Испанию, либо провести занятия в Москве. Где документ? Нет документа. Дальше. Вопрос. Откуда вы располагаете информацией о том, что обсуждение между администрацией было? Ответ. Кто-то из наших работников слышал такой разговор. И это выяснилось, когда мы стали восстанавливать события, исходя из логики событий. Но нет допросов ни кого-то, ни того, кто кого-то слушал. Вопрос. Я правильно понимаю, что картину происходящего исполнения контракта вы восстанавливали по слухам отрывочной информации? Где-то домыслили, а также по логике происходящего? Не совсем так. Поясните тогда об источнике вашей информации, о том, как исполнялся контракт. Ответ. Я все это восстанавливала даже в собственной памяти и по логике событий. Восстанавливала в собственной памяти и по логике событий. При этом не участвовала в переговорах, не участвовала в состоянии контракта, не участвовала ни в каких работах, о чем было сказано на предыдущем допросе. Более того, из тех документов, которые без логики событий, назовите более конкретный источник вашей осведомленности. Из тех документов, которые сохранились, те даты, которые в них присутствуют. Все эти документы, они у нас есть материал дел. Это договор, это письмо. Больше никаких документов нет. Исходя из тех документов, которые были изъяты, вы можете говорить о чем? Нет. Почему вы заявляете, что предполагалось некое обучение в Москве, и о проведении какого-либо семинара не сказано ни слова? Ответ. В контракте этого нет. Есть письмо и договоренность. Письмо подписано Антоном Сергеевичем Воробьевым, договоренность неизвестно с кем. Помимо этого письма, какие-либо документы, которые бы четко определяли порядок приезда, проведения семинара, времени, даты, места между вами и заказчиком, каким-то образом оформлялись? Нет. Почему? Я этим не занималась, это работа организатора. Изменение условий контракта оговаривались устно. Контракт вообще не менялся. Это ответ. Контракт не менялся. Вопрос. Дополнение о порядке исполнения этого контракта между сторонами письменно оформлялись? Ответ. Нет. Вопрос. Письмо, которое есть в материалах уголовного дела, которое засчитывал государственный обвинитель, подписанное Воробьевым, является основанием для внесения изменений в муниципальный контракт? Ответ. Нет. Какие могут быть претензии и какие могут быть выводы на основании информации человека, не обладающего информацией, восстанавливающей события со слов кого-то, кто где-то, когда-то, что-то кому-то сказал, и на основании тех документов, которые должны быть, но их не существует. Я задаю вопрос. Вы сказали, что была какая-то то ли письменная, то ли устная договоренность о том, что сотрудники администрации должны были выехать в Москву 14-го, то есть за 3 дня до сроков проведения контракта. Вы прекрасно знаете, что без приглашения, без заявки, без специального документа ни один работник не может никуда выезжать. Другого, кроме как муниципального контракта, у нас нет. Это письмо или приглашение. Его кто-то видел. Было ли оно вообще ваше это предложение? Ответ. Оно, наверное, было, но я его не могу найти. И на основании этих показаний мы вчера слышали заявление обвинителя, что суд правильно их истолковал. Правильно делает вывод о том, что если не 12 не набрали, причем здесь 12? У нас есть контракт на 6. Мы заплатили эти деньги. Мы поехали. Нас встретили. Нас обеспечили всей необходимой документацией. При этом сама Скорнякова говорит, да, документация отправлялась для заочного обучения. В
В тех показаниях, которые давались на предварительном следствии, все, кто участвовал в этом обучении, говорили, что да, аудиторного занятия не проводилось. Никто никого не обманывает, не проводилось никакого аудиторного занятия. Были экскурсии. За это слово зацепились и сказали, что все, значит, вы не учились, вы ездили по экскурсиям. Ваша честь. Если вместо урока истории класс идет на экскурсию в исторический музей, это обучение. Если вместо урока биологии идет на экскурсию, там, я не знаю, в институт биологии, это обучение, это не экскурсия. Я до сих пор не знаю, как это по-другому назвать, но мы ездили не на пирамиды. Мы ездили в муниципальные учреждения. Мы ездили для того, чтобы смотреть, как работает, ставится, как строятся дороги, как выполняются условия градостроительных планов и так далее, и так далее. Об этом все сказано, и мной сказано. И теми, кто проходил обучение, и на суде они все это подтвердили. Но их слова переворачиваются. Говорят о том, что то, что они говорят на суде, это по какому-то принципу неправда, а то, что действительно сказано там правда, это сказано первоначально.